Прошло столько времени, с 93-го года. Жизнь поменялась, люди поменялись, взаимоотношения стали другие. Естественно, должна меняться и как-то дополняться Конституция. Это нужно для того, чтобы тоже население Якутии и Дальнего Востока жило гораздо лучше, чем раньше. Самое важное для меня, как матери троих детей, у которой есть мать, что сегодня эти поправки сделают гораздо лучше моей маме-пенсионеру и моим детям. Конечно, голосовать я пойду и буду голосовать за поправки. Например, я поддерживаю поправку, которую предложил актер Владимир Машков, чтобы, не дай бог, Курилы отдали Японии. Я за то, чтобы их не отдавали, потому что это наша территория. Для этого есть поправка, не позволяющая отдавать или продавать территорию нашей страны. Также мне нравится предложение о том, чтобы ежегодно повышалась, индексировалась пенсия. Мое отношение положительное, и я 1 июля обязательно пойду голосовать за поправки в Конституцию. Почему? Могу объяснить. Мне нравится такая поправка, да, в которой говорится о том, что президент Российской Федерации, да, он должен прожить в России не менее 25 лет, 5 лет, да, не иметь иностранного гражданства. И во власти также получается, люди, которые будут находиться у власти, они не будут иметь иностранного гражданства. Да? И мне кажется, что нашей страной, да, такой сильной и независимой, должны руководить именно патриоты своей страны. Еще мне понравилась такая поправка о институте семьи. Защищается материнство, да, вот действительно, что мама, она будет мама, у ребенка будет отец, да, чтобы браки были разнополые, мама и папа. Также мне понравились, конечно же, такие поправки о том, что пенсия, она ежегодно будет индексироваться, ну, как бы заботясь о своем будущем, о будущем своих детей. Мне хотелось бы, чтобы эти поправки как бы, ну, существовали. О том, что заработная плата, да, она не будет ниже прожиточного минимума. Это тоже очень хорошая поправка, потому что, ну, многие люди как бы недопонимают, не хотят, да, вот, идти на голосование. Но для того, чтобы развиваться и идти стране вперед, мне кажется, мы должны участвовать в этом как-то, да. И живем мы, я считаю, неплохо. Вот, например, для Алекминска, например, да, в последнее время очень много сделано, созданы рабочие места в СТО, например, да, нефть, газ. Люди получают, ну, приличную заработную плату, работая там. У нас построили родильное отделение, терапию построили, строятся дома, выдаются людям квартиры, и поэтому чувствуется, что страна идет вперед, и как бы, чтобы успевать, да, вот в ногу с этим временем, чтобы страна двигалась вперед, нам надо просто-напросто пойти и проголосовать. Я мама 6 детей, и вот то, что сейчас у нас происходит в государстве, вот эта помощь, которая оказывается государством, правительством, президентом, надо, чтобы это все закрепилось законодательно. Потому что для моей семьи помощь – это была ощутимая помощь. И я думаю, что и дальше так и будет. И если это законодательно закрепят, то я за поправки. Я за то, что историю, чтобы она не переписывалась, чтобы не изменялась. Это наша история, которую нужно хранить бережно. Я просто сама родилась на Украине, выросла в Украине, и у меня есть с чем сравнить. И как там переписывают историю, и как там сейчас все это делают. Я за поправки, я пойду голосовать.